Уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, следующее видео. Депутаты Госдумы говорили, что Казахстан – это русская земля. Казахам дали попользоваться. Это наши земли. Да я согласен, в принципе, пускай придут. Уважаемые друзья, как вы видите, вот этот умник хочет, чтобы на казахские земли пришли оккупанты. Слушай, умник, если к нам придут оккупанты, знаешь, сколько крови тут будут? Почему? Потому что казахский народ никогда никому просто так свои земли не отдаст. Это факт. Понимаешь? Ты и тебе подобные по-любому сбежите. Останутся только 14 миллионов казахов и некоторые национальности, которые душой и сердцем за Казахстан. Понимаешь? Так что не надо звать чужих людей на казахские земли, и тем более злых людей. Уважаемые друзья, досмотрите дальше. Ну, давай тебе одну вещь скажу. Да, Алик. У моей жены было село, оно называлось историческим именем. Они взяли, переименовали. Какой ужас! Какой ужас! А как оно раньше называлось? Оно называлось на нашем языке Пиджим. Это 5 поселений. И Пиджим это 5 поселений, вот называлось. А теперь как называется? На уйгурском языке. Они Атамикен назвали. Взяли по-казахски, переименовали. Я когда к таксисту подхожу, говорю, мне Пиджим. Если он не понимает, значит на нем нету. Ладно, второе. Они улицы переименовывают. Какой ужас! На казахский язык. В Казахстане улицы на казахском. Это же ненормально, правда? В Казахстане называть улицы по-казахски. Это же просто... Ладно, это... И вот, уважаемые друзья, он говорит то, что у нас в Казахстане переименовывает названия городов, сел, улиц и так далее, да? И он говорит то, что поселок его жены переименовали на Атамикен. Пиджин. Пиджин это, как я знаю, это в Алматинской области рядом с Жаркентом. Уважаемый Комитет национальной безопасности Алматинской области, ваш выход. Это во-первых. Во-вторых, твоя жена этот поселок привезла с собой, что ли? Это казахская земля. И казахи сами знают, как его называть и как переименовывать. Понимаешь? Я видел, как живут уйгуры в Китае. Я видел, как они там выживают. Уважаемые друзья, уйгурский народ в Казахстане живет очень даже хорошо. Понимаете? У всех есть работа, у всех есть мирные соседи. Почему вы вот так вот провоцируете казахский народ? Мы ведь казахи никогда первыми никому не лезем. Вот вы с такими высказываниями своими провоцируете казахов. И в конце ноете то, что мы якобы вас ущемляем, то, что у нас тут какая-то дискриминация. Нет, мы не такие, просто не провоцируйте нас, хорошо? Уважаемые друзья, мне кажется, то, что этот человек стал жертвой пропаганды, потому что в нашей стране в данный момент очень много пропаганды российской, украинской, американской, западной, китайской и так далее, да? Уважаемые друзья, чтобы бороться с такими пропагандами и пропагандистами, очень хорошие и умные люди создали в Телеграме канал, называется Доктор Шоу. Уважаемые друзья, там рассказывают про пропагандистов и какие страны нас пропагандируют. Уважаемые друзья, подписывайтесь все, мы вас ждем.